Праздником, телезрители! С наступившим Новым годом, друзья! В эфире детская информационная служба «Гора новостей». С событиями дня тебя будем знакомить мы, Руслан И Николаев. Ульяна Илистанова. А вот что вы увидите совсем скоро. Все зимние каникулы и даже больше детская информационная служба будет радовать тебя звездными интервью, полезными лайфхаками и яркими сюжетами. Самые свежие новости и актуальные события наши спецскоры откопали вовсе не под елкой. Всем привет, с вами Кобяков, Алмаз Томас Мраз, Давид Деймур. Группа ускорится. Специально для горы Новостей. Вот и прожили мы первую неделю 2023 года. Обживаем Новый год, уплетая салатики и получая подарки. Они от нас будут информационные. Лучший подарок – это книга, а книга – это знание. А мы много чего знаем. Это точно. Например, наступление Нового года в России отмечают под бой курантов, но никто не задумывался, откуда берется этот звук. Музыку в них исполняет 11 колоколов. Их приводит в движение специальный молоток, который ударяет по поверхности колоколов и раздается бом-бом-бом. Интересный факт, который можно козырнуть в компании друзей. Да, куранты расположены в Спасской башне Кремля. На ней есть 4 огромных циферблата с золоченными цифрами, которые смотрят на 4 стороны света. Стрелки приводят в движение механизм, скрытый за стенами башни. Он занимает 3 этажа. Раньше куранты заводили вручную, а сейчас это делает при помощи электричества. Если вы будете в Москве, то это самое первое и главное место, куда нужно сходить – Красная площадь. Вопрос на засыпку. Почему снег белый, хотя вода, из которой он получается, прозрачная? Ой, это точно что-то из физики. Ну мы же нормально общались, зачем ты это начал? Ладно, все дело в солнечном свете, и вода и лед остаются прозрачными, потому что пропускают свет сквозь себя, а снежинки нет. Они состоят из такого количества мелких кристалликов, что свет, попадая на них и на их грани, не проходит насквозь, отражается, поэтому мы и видим снег белым. А сейчас мы увидим сюжет, который очень всем пригодится, особенно сейчас. Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с Альфинур научим вас сервировать стол. За сервированным столом еда кажется вкуснее. Однотонную скатерть можно разнообразить вот такими плейсматами. Они помогают не испачкать скатерть. На каждую персону мы сервируем один куверт. Это набор предметов и приборов на одну персону. Начинаем, ребята, с подстановочных тарелок. Альфинур, давай сама располагай. А для чего нужна подстановочная тарелка? Из нее не едят. Она нужна для того, чтобы защитить скатерть от крошек и капель. Далее на подстановочной тарелке мы кладем тарелки под салат. А теперь, ребята, приступим к приборам. Сегодня у нас по 2 ножа. Один нож закусочный, второй нож столовый. Закусочный нож поменьше, столовый побольше. Далее у нас идут столовые и закусочные вилки. У нас остались десертные ложечки. Их мы кладем над сервировочной тарелкой. Ребята, мы кладем приборы, заранее зная, какое блюдо сегодня мама готовит. Берем мы приборы, начиная с крайних. Далее сюда ставится следующая тарелка под второе. Мы едим столовыми ножом и вилкой. Ребята, это следующие тарелочки, которые должны присутствовать в куверте. Их называют хлебные или пирожковые тарелочки. Их мы кладем над вилкой. В них мы будем класть порцию хлеба или пирожка. Следующие герои нашей сервировки – это бокалы для воды или для морса. Емкости для напитков мы должны класть справа, то есть над ножами. И последний герой нашей сервировки – это полотняные салфетки. Это салфетки сделаны из ткани, то есть не из бумаги. Мы можем придать им разную форму.
Давай сделаем, давай, ты повторяй за мной. И получается у нас вот такая фигурка симпатичная. При сервировке салфеток полотняных можно использовать специальные кольца для салфеток. Ну, в принципе, можно обойтись и без них. Получилось? Давай, надевай кольцо на салфеточку. Итак, давайте подытожим, что находится в наших кувертах. Подстановочная тарелка, тарелка для второго блюда и для салата, хлебная тарелочка, бокал для напитка. Далее 5 приборов мы сегодня расположили, потому что у нас сегодня салат, второе горячее блюдо и для десерта. Я вам предлагаю придумывать темы для сервировок. Таким образом, сервировки делаются быстрее и интереснее. Сегодняшняя наша сервировка называется «Море и небо». Я выбрала вот такой букет из воздушных, красивых, небесно-голубых гипсофил. Они символизируют собой, ну, как бы небо. Есть вот такая симпатичная у меня птичка в моем наборе декоративных предметов. Птичку установим рядом с облачком. И также эту сервировку я решила декорировать различными морскими ракушками. Альфинур, давай мне помоги декорировать стол ракушками. Давай. И действительно, да, Альфинур, если посмотреть на этот стол, то возникают ассоциации с небом и с морем. Итак, ребята, сегодня я вам рассказала про схему сервировки, а также показала вам, как можно декорировать свою сервировку. Ну что, ребята, мы с Альфинур желаем вам приятного аппетита. Посмотрите, как можно разнообразить прием пищи, нашу трапезу, как можно сервировать стол и сделать приятно себе и своим родителям. Как же красиво! Весьма полезные советы. Да, год только начался, время становиться лучше. Начинать день со стакана воды и зарядки. Кстати, в предпоследнее воскресенье января отмечается Международный день зимних видов спорта и Всемирный день снега. Так что вы знаете, что делать. Да, смотрите гору новостей, и мы обязательно дадим вам четкие инструкции в самых разных областях. Например, как встретить Старый Новый год по-испански. Там существует новогодний ритуал для исполнения желаний. Нужно съесть 12 виноградин, пока бьют часы. На каждый удар по ягодке. В испанских магазинах даже продаются специальные новогодние упаковки из 12 свежих, очищенных от кожуры и косточек виноградин. Встречать Новый год с набитым виноградом ртом довольно весело. А если вы считаете, что им заняться нечем и они выдумывают всякое, то займитесь полезным делом вместе с нашими корреспондентами. Ребята, а у вас так же, как у меня, валяются карандаши, ручки, фломастеры? Сейчас мы это исправим. Мы будем делать красивый органайзер из картона и цветной бумаги. У меня есть такие заготовки, которые я приготовила заранее. Берем одну из них, кладем на картон и обводим. А теперь вырезаем. Теперь склеиваем две детали. В общем, у нас должно получиться 7 деталей. А сейчас будет самое интересное. Мы сейчас склеим все эти детали, и у нас получится органайзер. Вот такой вместительный и удобный органайзер мы с вами сделали. Мне кажется, туда поместятся все мои канцелярские принадлежности. Даша Ляшенко, Рамазан Мусин специально для горы новостей.
Даша, спасибо за стильный органайзер. Отличная идея, как провести каникулы с пользой. А вы знали, что в Исландии нет Деда Мороза? Как нет? А подарки кто будет приносить? С этим все нормально. Деда Мороза заменяют тролли. Их 13. Их называют йолусвайнами. Сложное слово, как и все исландские слова, собственно. Приходят они по одному в каждую из 13 ночей до Рождества и в каждую из 13 ночей после. А как прийти на интервью к звезде, наши корреспонденты знают лучше всех. И даже лучше исландских троллей. Этот человек является одним из самых популярных тиктокеров Беларуси и России. На его YouTube-канале свыше 3 миллионов подписчиков. Он врывается в музыкальные чарты со своими песнями. А еще его трек вместе с Владом Глентом и Владом А4 точно знает любой школьник. Я думаю, вы догадались, о ком идет речь. Устраивайтесь поудобнее, ведь гора новостей берет интервью у Влада Кобякова. Ты просто пушка, малышка, безделушка, любимая игрушка. Ты просто пушка, а я попал в ловушку с малышкой безделушкой, срывает мне катушку. Ты просто пушка. Владу Кобякову 23 года. Он родился в Беларуси, в городе Минск. Свой творческий путь он начал с самых юных лет. В детском саду он рассаживал ребят и выступал перед ними. Видимо, Влад еще тогда понял, как добиться расположения самых маленьких. Вырос Кобяков настоящим шоуменом. На концертах ему удается развеселить тысячи детей, да и их родители невольно улыбаются, смотря за представлением. Кобяков пушкой ворвался во все музыкальные чарты. Да-да, именно так. Его трек «Пушка» набрал 1 миллиард прослушиваний. Признавайтесь, сколько раз слушали его на повторе? Вам удается долгое время держать свою популярность в медиа. Поделитесь советами для начинающих блогеров. Ну, это в первую очередь много работы, это трушность. Нужно быть со своей аудиторией трушным и всегда просыпаться каждый день и делать свою работу не просто как работу, а кайфовать от этого. Вот я выхожу на сцену, кайфую, несмотря на огромное количество переездов, перелетов. Это чистый кайф, который публика чувствует, и за счет этого она остается верна себе и постоянно рядом. У вас есть образ? Если да, то чем он отличается от вас в реальной жизни? В реальной жизни Кобяков, наверное, чуть-чуть более спокойный, но все равно такой же веселый, такой же позитивный, такой же закидывающий всякие разные фразочки. Вы сказали, что идеи не воруются, а взаимствуются. У каких блогеров вы взаимствовали идеи? Сложно сказать, потому что YouTube — это в целом такая платформа свободная, да, то есть чем YouTube отличается от телевидения? Тем, что любой человек, имея камеру, смартфон, микрофон, минимальный свет, может снимать любые ролики. Поэтому в целом форматы YouTube, то есть это не то, что взаимствуешь конкретный ролик, формат. Всем привет, с вами Кобяков. И Алина Тагирова. Специально для горы новостей. Алина, спасибо тебе большое за твой прекрасный сюжет. На этой прекрасной и доброй ноте мы закончим. С новостями и событиями года наступившего тебя знакомили Руслан Николаев И Ульяна Илистанова. Включай нас каждый день и будь на вершине событий. Пока-пока.